Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Баянова Лейла Наилевна. Я кандидат экономических наук, доцент кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин. Также я являюсь руководителем основной общеобразовательной программы «Экономика и управление». Сегодня у нас с вами консультация по дисциплине «Основы экономики». Значит, экзамен по основам экономики будет проходить в следующей форме. Форма сдачи дистанционная, вид экзамена тестирование, количество вопросов в тесте 25. Продолжительность вступительного испытания 60 минут. Надо отметить, что для поступающих с ограниченными возможностями здоровья время увеличивается на 1,5 часа при наличии соответствующих документов. И нужно обратить внимание на то, что всем экзаменующимся дана только одна попытка. Минимальное количество баллов, которые нужно набрать по дисциплине основы экономики, составляет 40 баллов. Максимальное количество баллов, соответственно, это 100 баллов. Значит, обратите внимание, дистанционная форма сдачи. Первый вход через логин и пароль, отправленные на электронную почту. Значит, наблюдайте за своей электронной почтой, особенно обратите внимание на папку «Спам», чтобы вы не потеряли ваши письма, которые вам поступают. Второе. Последующее посещение сайта под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Третье, на что следует обратить внимание, перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта с фотографией и фамилия, имя, отчество. Четвертое. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. То есть 1 час, и у вас есть только одна попытка. Поэтому нужно обратить внимание, что доступ к экзамену будет открыт согласно расписанию. В этот период необходимо зайти в систему. После входа уже начинается отчет времени, стандартно 1 час. Пересдачи не предусмотрены. И самое позднее время входа – это за 1,5 часа до конца экзамена. За 1,5 часа до конца экзамена у вас уже самое позднее время входа. Вот на слайде вы видите расписание вступительных испытаний. Заходим на сайт приемной комиссии, выбираем бакалавриат, и в опции документация размещено расписание. Вот расписание вступительных испытаний. Основы экономики. Первый день экзамена для подавших документы с 20 июня по 20 июля. Экзамен состоится 25 июля. Значит, с 10 до 17 часов. Значит, обратите внимание, самое позднее время для входа в систему за 1,5 часа до 17:00. Это у нас будет 15:30. Резервный день 26 июля. Следующая дата – это подавшие документы с 21 июля по 12 августа. Экзамен состоится 19 августа. Время экзамена с 10:00 до 22:00. Резервный день 21 августа. Далее, подавшие документы с 13 по 16 августа. Экзамен состоится 20 августа. Время с 10:00 до 22:00. Резервный день 22 августа. Это четвертая группа, подавшие документы с 17 августа по 11 сентября. Здесь дата экзамена 19 сентября с 10:00 до 22:00 и резервный день 21 сентября.
Далее, как подготовиться к сдаче вступительного испытания. Также заходите на сайт приемной комиссии, выбираете бакалавриат, и в опции документации прикреплены программы вступительных испытаний. Как вы видите на слайде, вот стрелочка указана, программа вступительных испытаний «Основы экономики» на базе СПО. Вот на слайде видите программу вступительного испытания по программе бакалавриата «Основы экономики». Здесь описан порядок, каким образом будет проходить, и самый основной перечень разделов для подготовки поступающих к сдаче вступительного экзамена. Вот, обратите внимание, какие вопросы, какие разделы нужно изучить, повторить для того, чтобы удачно сдать экзамен по дисциплине «Основы экономики». Раздел 1, значит, экономика, экономическая наука. Рассматриваются такие вопросы, как понятие экономики, экономические потребности общества, свободные и экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы – труд, земля, капитал, предпринимательство и информация. Следующий вопрос – это ограниченность экономических ресурсов, главная проблема экономики, границы производственных возможностей. Следующий раздел, по которым составлены вопросы экзамена, это рыночная экономика. Здесь рассматриваются такие вопросы, как круговорот, производство и обмена продукции в экономической системе, закон спроса, факторы, влияющие на спрос, закон предложения, концепция равновесия рынка, устойчивость равновесия. Четвертый – это эластичность спроса по цене, эластичность спроса по доходу, перекрестная эластичность спроса, эластичность предложения, рыночные структуры. Следующая важная тема, основной раздел – это семейный бюджет. Здесь рассматривается само понятие семейного бюджета, источники доходов семьи, основные статьи расходов. Далее, личный располагаемый доход. Четвертое, реальная и номинальная заработная плата. И реальные и номинальные доходы. Далее сбережения населения. И последнее это страхование. То есть вот это основные разделы и основные вопросы, на которые вам следует обратить внимание. Вот на слайде приведены примерные задания по тем разделам и вопросам, которые мы сейчас с вами проговорили. Например, первое. К интенсивным факторам экономического роста в первую очередь относятся увеличение количества наемных работников, рост производительности труда, расширение производственных площадей, прирост объема инвестиций в основной капитал. Значит, интенсивным фактором из перечисленных ответов относится, как вы уже, наверное, догадываетесь, это второй ответ – рост производительности труда. Второе. К экстенсивным факторам роста экономики относится, значит, учет достижений научно-технического прогресса в работе, расширение производственных площадей. Третье. Рост уровня квалификации персонала, рост производительности труда. Вот здесь уже к экстенсивным факторам роста относятся расширение производственных площадей. Вот надо повторить, да, что такое интенсивные факторы, что такое экстенсивные. Интенсивные факторы – это когда улучшение производства, рост производительности труда происходит за счет достижения научного технического прогресса, да, за счет роста уровня квалификации персонала.
А интенсивные факторы – это просто когда идет расширение площади или же увеличение количества работников. Да? Дальше третий вопрос рассмотрим. Под рабочей силой понимается сам человек, человек, обладающий профессией. Третье – совокупность физических и духовных способностей, которым обладает человек и которые он направляет на производство материальных и духовных благ. И четвертое – человек в трудоспособном возрасте. Тут ответ, конечно, третий, да, совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает человек и которые направляет на производство материальных и духовных благ. Дальше, производительные силы есть. Это совокупность людей, производящих материальные и духовные блага, совокупность людей и средств производства, совокупность средств труда и рабочей силы, совокупность средств производства и рабочей силы. То есть вот такие вот теоретические вопросы будут у вас на экзамене. Далее, доход, получаемый работником от работодателя за труд. Рента, прибыль, процент, заработная плата. Ну, это уже вопрос несложный, да? Доход, получаемый работником от работодателя за труд, это заработная плата. То есть еще нужно изучить, какие доходы мы получаем от основных факторов производства. Да? Далее, кроме основных теоретических вопросов, там на экзамене могут вам встретиться еще вопросы в виде задач. Вот, рассмотрим. Да? Объем спроса и объем предложения выражены следующими равенствами. QD равно 8 минус 2P и QS равно 3P плюс 3. Найти равновесную цену и количество товара. Да? Вот, что такое равновесная цена? Равновесная цена на рынке у нас устанавливается, когда объем спроса и объем предложения равны. Да? Поэтому, как мы это решаем? Вот эти два уравнения мы приравниваем, находим P, то есть равновесную цену, равновесную цену нашли. И потом, когда эту цену нашли, мы подставляем в эти же уравнения и находим объем спроса и объем предложения при данной равновесной цене. То есть решается путем простого уравнения и далее уже путем подстановки. Далее следующее. Спрос на товар 50 штук, предложение товара 45 штук. Сколько товара будет куплено на рынке? Но это не сколько задача на математическое решение, да, сколько задача на логику. Если у вас товар предложен только в количестве 45 штук, а спрос на товар 50, даже спрос превышает, да, то более 45 штук мы не можем купить, ну и меньше мы не купим, потому что у нас спрос большой. Поэтому, естественно, все, что есть 45 штук, у нас и будет куплено товары на рынке. Значит, для того, чтобы решить эти задачи, вам нужно повторить темы спрос, закон спроса, предложение, закон предложения, равновесная цена. Значит, на этом слайде вы видите контакты, по которым вы будете или можете обратиться с вопросами по экзамену. Значит, опять-таки, меня зовут Баянова Лейлина Наилевна. Номер WhatsApp и адрес электронной почты. Основную информацию
правильную, своевременную, достоверную информацию вы можете найти на официальном сайте нашего университета, раздел «Абитуриенту». Ссылки на них тоже здесь представлены. На этом все. Желаю всем удачи. Спасибо. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.